Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Helga White. Перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. 25 ноября, в день, когда я записываю данный видеоролик, во всем мире отмечают День против насилия над женщинами. И ровно год назад я сняла видео на эту тему. Если вы еще не видели, то можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть. В маленьком словенском городе Черномель была вызвана полиция на помощь одной семье, где пьяный 55-летний супруг гонялся за женой и детьми с ножом. Когда приехала полиция, мужчина не успокоился и продолжил угрожать полиции. В итоге полицейские отобрали у него нож, задержали его и отвезли в полицейский участок. Но, как я поняла из новости, впоследствии его отпустили, наложив на него просто штраф. И хочу поделиться с вами случаем из своей собственной жизни. Ко мне пришла в гости словенская приятельница со своим ребенком. И тут ей начал звонить на телефон ее бывший партнер, как говорят в Словении, то есть ее бывший мужчина. И, как я поняла, он был не очень трезвом, адекватном состоянии. Начал спрашивать ее, где она находится. И она почему-то честно сказала ему, где она находится, что она пришла ко мне на кофе. А он знал, где я живу. И он подошел к моему дому и начал ей звонить, вызывая ее на разговор. Она вышла к нему на разговор, и, видимо, между ними произошел какой-то спор. Он разбил, просто полностью уничтожил ее новый мобильный телефон. И она, испугавшись, побежала обратно ко мне в гости. А он погнался за ней и начал просто ломиться к нам в квартиру. Но, к счастью, мы успели закрыть дверь, и он не смог к нам проникнуть. Я такую ситуацию в Словении наблюдаю впервые, хотя я уже давно обратила на него внимание. Он очень часто приходит к ней пообщаться со своим сыном, и очень часто я встречаю его на улице. И видела, что он всегда носит с собой нож, который находится в специальном чехле у него на поясе. И это уже давно напрягает не только меня. И вот после этого случая как раз моя приятельница позвонила в полицию и вызвала полицию. И когда приехала полиция, они сказали, что не смогут его задержать, так как то, что он разбил ей телефон, не является угрозой для ее жизни. И это мне напомнило абсолютно идентичное поведение полицейских в России. Как говорят, когда вас убьют, тогда и приходите. И я была очень удивлена такому поведению полицейских здесь, в Словении. И она поделилась со мной, что полиция ничем не может ей помочь. Уже были с его стороны неоднократно угрозы, но все остается по-прежнему. Знаменитая словенская шеф-повар Анна Рош заняла 3-е место в рейтинге лучших поваров планеты. Анна Рош очень известная словенская шеф-повар. Ей 51 год, она заведует рестораном Хиша Франко. На 1-м месте находится испанец Давид Муньос. Он находится на 1-м месте уже 3 года подряд. На 2-м месте Альберт Адрия, который также из Испании. И на 3-м месте наша Анна Рош, которой гордятся абсолютно все словенцы. Интересно, что в прошлом году она была на 9-м месте в этом рейтинге. И за год с 9-го места поднялась на 3-е. И мне интересно было взглянуть на 10-ку лучших поваров мира. То есть на 1-м месте повар из Испании, на 2-м тоже из Испании, на 3-м месте наша Анна Рош из Словении, на 4-м повар из Дании, на 5-м снова повар из Испании, на 6-м месте повар из Дании, на 7-м месте повар снова из Испании, на 8-м снова из Испании, на 9-м повар из Южной Кореи и Соединенных Штатов, непонятно, он, видимо, имеет двойное гражданство, Пак Чон Хён. И на 10-м Рудольф Гусман из Чили. Таким образом, получается, что в 10-ку лучших поваров мира входят 4 повара из Испании и 2 из Дании.
Несколько дней назад из Газы была эвакуирована словенская семья из 3 человек. Сейчас они находятся в Каире, где женщина, гражданка Словении, получает медицинскую помощь в больнице из-за того, что она получила серьезные травмы в Газе. Что эта семья делала в Газе, к сожалению, в новостях не уточняется. Обновили список самых богатых людей Словении. И давайте посмотрим, кто же находится в этом списке. На первом месте в этом списке находится семья Лах с 385 миллионами евро. Семья Лах владеет стекольным заводом в городе Храсник. Прогнозируют чистую прибыль данного завода в 22 миллиона евро в этом году. Также данная семья владеет недвижимостью, в том числе крупными зданиями в Любляне. Второе и третье место поделено между Изой Сиа Логин и Само Логин с активами по 345 миллионов евро. Они бы были на первом месте, если бы создатели рейтинга не разделили их состояние пополам после того, как они развелись. Большую часть их богатства составляет покупная цена от продажи разработчика игр Outfit 7 и дивиденды, которые они выплатили себе от компании за годы владения. На 4-м месте находится Баштьян Бандель, владелец эмиссионными купонами Белектрон. 276 миллионов евро. Я так поняла, что это ценные бумаги. На 5-м месте семья Шешак, владеющая, помимо прочего, группой Искра, 270 миллионов евро. Я загуглила, чем занимается компания Искра. Искра – всемирно признанный поставщик интеллектуальных промышленных решений и новейшей электротехнической продукции. Посмотрев на десятку самых богатых людей Словении, из этой десятки я знаю только Игоря Акраповича, у которого 213 миллионов евро, и он занимается выхлопными системами для автомобилей. И, конечно же, я здесь знаю Печечника, который владеет 218 миллионами евро, и с которым наш микрорайон имел судебные тяжбы больше 10 лет за нашу землю, которую Печечник купил у администрации Любляны и считал своей. Но с этим не согласились наши жители, и после долгих тяжб в итоге жители отстояли свое право на свою землю. Меня поразила и огорчила новость, которая произошла несколько недель назад в городе Копер, где малолетки напали на спящего бездомного, который абсолютно никак и ничем им не угрожал, и избили его до полусмерти. 2 юноши, одному 19 лет, а другому всего 16. Напали на бездомного, спящего на скамейке. Сейчас бездомный ожидает операцию, которая должна восстановить лицевые кости, и принимает обезболивающие. И посмотрим, как же полиция наказала 2 малолеток. Хотя не такие уж и малолетки, одному 19 лет. Полиция выписала штраф 19-летнему парню. А 16-летний подросток был очень агрессивен и оказал сопротивление полиции при задержании. Против них было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинительное заключение. И, конечно же, сейчас общество задумалось о жестокости, которая расцветает между подростками. Турецкий спецназ ворвался в отель и арестовал босса хорватского наркокартеля. В Стамбуле турецкая полиция провела обыск в отеле, где скрывался гражданин Хорватии Ненад Петрак, глава базирующегося в Хорватии международного наркокартеля. На него выдан ордер Интерпола. По данным СМИ, турецкие власти якобы обнаружили в сейфе крупную сумму денег и золотые украшения. Петрак обвиняется в Хорватии в руководстве преступной организации в период с декабря 2019 года по февраль 2023 года, которая действовала в ряде стран, а именно в Хорватии, Испании, Нидерландах, Германии, Франции, Италии, Черногории, Колумбии и Сьерра-Леона. Странно, что здесь нет Словении. Члены банды занимались контрабандой кокаина, марихуаны и гашиша.
а затем распространяли наркотики по всему Евросоюзу. Петрака также подозревают в организации перевозки почти тонны кокаина стоимостью более 34 миллионов евро. В рамках расследования хорватская полиция разобралась с 19 членами группировки. 14 из них были арестованы, а Петрака и еще 4 бежали из страны. Петрака также разыскивали хорватские власти за участие в покушении на убийство в Сплите в апреле этого года. И еще одна интересная новость из соседней Италии. Итальянские мафиози и их пособники получили на всех 2200 лет лишения свободы. Для суда по этому делу построили отдельное здание, чтобы поместились 350 обвиняемых, 400 адвокатов и 900 свидетелей. 20 ноября в Италии завершился трехлетний судебный процесс, крупнейший в стране за 30 лет по делу мафии. Итальянский суд признал виновными 207 человек, связанных с одной из самых влиятельных преступных группировок в мире – 'Ндрангетой. Ну и название. Не буду вас утомлять перечислением всего, что сотворила эта мафия, но поверьте, что это просто невероятно. И наверняка когда-нибудь снимут фильм или очередной сериал. И из этой новости я узнала, что вот эта мафиозная группировка была даже сильнее Гоморры. А про Гоморру написана очень интересная книга итальянским журналистам. И снят невероятно интересный сериал. Если вы еще не смотрели, то очень рекомендую вам. И хочу закончить свои новости на положительной ноте. В Словении выступит всемирно известный музыкант Стинг, и билеты уже поступили в продажу. И если вы хотите попасть на его концерт, то переходите по ссылке в описании и покупайте билеты. Их активно уже скупают. И в конце традиционно прогноз погоды от Алисы. Алиса, какая погода в воскресенье в Любляне? Завтра в Любляне температура от -2 до +7 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый 2 метра в секунду. Алиса, спасибо. У меня даже заискрило от радости. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!